Категорически не даем гаджеты. Категорически детям не давайте гаджеты. Телефоны, планшеты. Диктофон. Да. Гаджеты, планшеты, телевизоры, даже развивающие мультики не давайте детям. Они деградируют детей. Было большое исследование в Британии, делали электроэнцефалографию и исследовали, как реагируют дети на мультики, так называемые развивающие. Они устроены таким образом, по типу рекламы, большие стимулы, они постоянно держат внимание детей в тонусе, и они очень завлекают их. Именно центр слуха и зрения. Центр слуха и зрения. Другие зоны, они слабые в это время. А ребенок должен воспринимать информацию через рот, положить в рот игрушку, квадратик, вот, через рот, пощупать его, потрогать, играться, ошутить, тепловые и другие, много-много нюансов. А ребенок привыкает к этим раздражителям, и потом такое восприятие информации, как чтение книги или другое, ему уже не интересно. Поэтому, повторяюсь, первый совет из этого раздела, из 3 советов, чтобы дети были развиты, категорически не даем гаджеты. Возраст. Вообще, гаджеты, телефоны, телевизоры, они деградируют. Вообще не давайте. 5 минут, 10 минут, полчаса или 5 часов. Когда бы ты ни забрал, все равно он уже плачет. И очень тяжело переносит, когда вы забираете эту игрушку. Развивающую, так назвал, в кавычках. Второе, что надо сделать, чтобы дети были развиты. Очень старайтесь, чтобы дети рано ложились спать. Второй, ранний сон. Недавно у нас была встреча с доктором Клаудио Бассити. Мы говорили о ценности раннего сна. Мне было интересно это с точки зрения медицины пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Клаудио Бассити, я к нему ходил в ноябре. Очень толковый ученый. Он руководитель клиники неврологии одной из школ в Европе. Он бывший президент Ассоциации неврологов в Европе. Клаудио Бассити. Мы говорили о ценности раннего сна 2 дня. Если коротко сказать, первая треть ночи, вторая треть ночи, она очень ценная, за него держаться надо. Последняя треть ночи, она не важна. Эта информация, камеру нельзя, диктофон. Это первая треть, вторая треть ночи, это хорошо, последняя треть не нужна. Повторяюсь. С точки зрения электроэнцефалографии не нужна, с точки зрения гормонов не нужна, с точки зрения молодости, с точки зрения памяти, с точки зрения депрессии. Во всем польза первая и вторая треть ночи. А мы что делаем? Поздно ложимся спать и держимся за вторую и третью часть ночи. Этот пункт касается не только детей, и взрослых. Если у ребенка нет сна, дайте какие-нибудь травяные капли. Морфей травяные, валерьянку или что-нибудь травяные капли. Будите детей рано. Не давайте после 5-6 ложиться спать, тогда он точно заснет. Второе, что мы сейчас обсуждали, это ранний сон для развития ребенка. Третье, что нужно для ребенка, это, чтобы ваши дети были развитые, старайтесь плавать с детьми. Плавание в бассейне и скакать на лошадях. Пони, маленькие пони. И немножко объясню. Опять-таки, дети с задержкой развития интеллекта, задержкой речи, дети с ДЦП, дети с задержкой мышцы, им назначают в реабилитационных центрах лошади-пони, маленькие лошади. Сажать ребенка, оплатить 500 рублей за полчаса, официально в ипподромах это есть, больных детей, таких с задержкой развития, кого хочешь, и здоровых, берут полчаса, оплатил за 500 рублей, и с детьми инструктор обучает, разговаривает с ребенком, лошадью, все, и ребенок развивается. Понятно? Ипподром можно ходить. Понятно? Лошадь. Это очень развивает детей. И плавание. Плавание как делается? Одеваете круги на руки. Не жилет. Жилет, она ленятся дети, когда жилет одет. Надо на руки одеть дутики. И ребенок должен плавать в бассейне. Желательно, чтобы было это общение с отцом, или если это девочка с матерью, если уже маленькая, можно и с отцом, если побольше она с матерью пойдет. Ребенок, когда плавает, он хорошо развивается. Развивается его интеллект, развивается его моторика, уходит депрессия, невроз, запускается речь. Очень важен этот пункт.
Все, мы этот раздел закончили. Повторяюсь. Первое, что мы говорили? Гаджеты, планшеты не даем вообще. Второе, что мы говорили? Ранний сон, да? У всех у вас есть дети, альхамдулилля, я просто хочу, чтобы польза была, как невролог. И третье, что мы говорили, братья? Лошади, пони. Я не говорю именно ипподром, не рекламирую. Вы можете Хасавюрт, Избербаш, я не знаю, где есть лошади. Лошади это очень важно, это из сунны пророка, и она и очень полезна для развития. Повторяюсь, лошади и плавание. Плавание тоже это сунна. Дети должны уметь плавать. Для начала можете с инструктором, не жалейте деньги на плавание. Взять в средний вход 200 рублей стоит бассейн. Понимаете, мы забываем, мы тратим деньги не туда, куда надо. Для развития детей именно бассейн 200-300 рублей любой может осилить. Неделю 1-2 раза. Согласны? Это были 3 пункта для развития. Теперь мы скажем, братья, что нельзя делать... Это кардиолог, да, зашел наш брат. Да. Теперь мы скажем, что нельзя делать, чтобы ребенок не деградировал. Что нельзя делать? Первое. Старайтесь лечить детей без уколов. То есть избегайте уколов. Давайте питьевые препараты. Старайтесь избегать уколов. Второе. Я не говорю про вакцины. Вопрос вакцины я нейтральный, я туда не лезу. Вопрос нейтрален, я невролог, это должен с педиатром, родители сами решают. Я этот вопрос не знаю. Я говорю, избегайте препараты уколов, потому что это психика ломается, когда вы детям по 30-40 уколов делаете. Избегайте этого. Второе, давайте, если даже лечите детей, не больше 2-3 лекарств одновременно. 2-3 препарата. 2-3 препарата, не больше. Когда мы много препаратов даем, это полипрагмазия, прогноз ухудшается в лечении. И третье, прежде чем дать препарат, проверьте его состав и эффективность. Что говорят ученые, доказанность его этого лекарства, она эффективна или нет? Понятно? Это был 2 раздел. Повторяюсь. Избегаем уколы, да? Первое. Второе, избегаем больше 2-3 лекарств. И третье, избегаем препараты уровня СД. АБ даем, СД не даем. Это был 2 раздел. Третий, последний раздел мы сейчас, который разберем, как надо идти к невропатологу. Или педиатру, или психиатру, или детскому врачу любого направления. Первое. Вы берете, на камеру снимаете поведение ребенка. Вы делаете несколько фильмов, 2-3-минутные, короткие несколько фильмов поведения ребенка. Как ребенок разговаривает, как он заикается, нет, как он ведет общество. Так называемые типа, которые вы оцениваете как судороги, вот такие подергивания, часто путают как эпилепсия, а это всего лишь детский анонизм, это распространенное явление. Или мастурбация детская, а это оценивают как эпилепсию, это неправильно. Или ребенок, просто на камеру снимите, хорошо? Несколько фильмов. Потому что у доктора это новая атмосфера, ребенок, он скованный, он неестественно ведет себя. За эти 40 минут или час он не открывается на приеме. Первое, камера. Второе, принесите картинки ребенка. Если это ребенок, конечно, больше 3-4 лет, маленькие дети это туда не входят. 5-6 лет, 7 лет, 9 лет, 10 лет. Картинки говорят об интеллекте. Сегодня мне принесли картинки, не картинки, а скульптуры, которые ребенок делает из пластыря, из этого пластилина. Но я понял, ребенок очень такой талантливый, умный, вообще много пользы взял от этих пластилин, которые мама сфоткала, принесла. И третье, очень много вопросов готовим доктору. Прежде чем пойти к доктору, заранее готовим список вопросов, которые вы хотите дать за несколько дней, недель, даже месяцев вперед. Допустим, за полгода вперед я готовлю вопросы к своему учителю перед учебой. Потому что на приеме это забывается. Хорошо? Повторяюсь. Как мы идем к доктору, чтобы польза была? Первое, на камеру снимаем, да? Второе, что делаем? Рисунки приносим. Третье? Перечень вопросов. Доктор обязан на ваши вопросы отвечать. Чем больше вопросов, тем больше пользы для родителя и для доктора. Потому что доктор может пропустить. Допустим,
мама задает, у ребенка атопический дерматит или псориаз, можно плавать? Вы назначили плавание. Отлично. Нельзя плавать. Псориаз, дерматит, кровь на теле. Нельзя. А это вопрос подсказал. Поэтому вопросы должны быть. Вот мне было очень неприятно, когда вот часто такие вещи делают. Сегодня 1/3 больных, даже УЗИ, КТ, МРТ, все дома забыли, просто пришли. Ну, я тоже оскорблять не хотел семейные пары, но конфликт, чтобы не было. Я, наоборот, маслихат делал. Муж ругал жену, я говорю, ничего, наверное, забыла, ничего. Но это была очень грубая ошибка. Оплатили, пришли, пользу не умеют брать. Все УЗИ, МРТ, КТ дома забыли и пришли вот так. Это же ненормально. Они должны были даже на носителях информации диски принести, потому что на диске 600 фотографий МРТ, а на пленках 30-40. Договорились, пользу взяли, иншаллах. Особенно, надеюсь, вы взяли пользу от первого напоминания, где я сказал ограничить гаджеты категорически, ранний сон и плавание и лошади. Плавание и лошади. Почему лошади? Это температура 2-3 градуса тепла больше, на 3 градуса лошадь. Идет общение, контакт с лошадью. Ритм ходьбы лошади и ребенка совпадает. Она развивает стволовую симптоматику. Имеется БОС, биологическая обратная связь. И много-много пользы есть. Хорошо? Если нет вопросов, я думаю, польза. Если есть брать категорию.